5 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой прибыл в район Хурусон Хатлонской области. Целью этой поездки является знакомство с ходом реализации государственной программы развития садоводства и виноградарства на 2016-2020 годы, в особенности интенсивных садов, состоянием содержания и вегетации саженцев в дихканских хозяйствах, реальным осуществлением поручений президента страны по рациональному использованию земель на приусадебных участках, повторному севу, необходимой заготовке продуктов питания, образованию новых рабочих мест и увеличению производства экспортной продукции. Рабочая поездка главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, началась с местечка Фахрубод, которое благодаря постоянным усилиям лидера нации превратилось в красивый и плодородный край. Вначале основатель мира и национального единства, лидер нации и президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, здесь в интенсивном саду ознакомился с лучшими сортами экспортируемых яблонь и снял плоды с деревьев, только начавших плодоносить. Напомню, что 23 февраля 2016 года в местечке Фахрубод президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, на площади 360 гектаров с посадкой яблонь заложили основу для интенсивного сада. После закладки нового интенсивного сада в этой местности более 1000 жителей местечка Фахрубод района Хурусон стали обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Следует отметить, что в последние годы при поддержке президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, по всей стране в сельхозоборот вводятся годами неиспользуемые земли. На предгорьях создаются новые интенсивные сады и восстанавливаются старые. На основе напутствий и рекомендаций лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, хозяйственники путем капельного орошения орошают засушливые земли на предгорьях, выращивают обильный урожай и за счет его экспорта получают хороший экономический доход. Все эти меры способствуют образованию новых рабочих мест, обеспечению продовольственной безопасности и увеличению экспортного потенциала страны. Во время своей поездки глава государства ознакомился с ходом вегетации только начавшихся плодоносить деревьев в саду и провел теплую беседу с садоводами. В интенсивных садах фермерского хозяйства Асадуло на 226 гектаров, в том числе на 105 гектаров интенсивных садов, выращиваются 32 сорта яблонь, урожай которых нацелен на экспорт. В целом хозяйство имеет 931 гектар земли, в том числе 25 гектаров груш, 103 гектаров абрикосов, 202 гектара винограда, 98 гектаров миндаля, 220 гектаров айвы. Здесь же в ходе рабочей поездки и знакомства с землями президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил садоводам фермерского хозяйства Асадуло создать на других участках этого хозяйства на площади 150 гектаров сад экспортной черносливы. Следует отметить, что большая часть урожая с этих садов, в том числе яблонь, черносливы и винограда, нацелена на экспорт, и продукция в основном переправляется в города Российской Федерации. Свои достижения садоводы считают результатом добрых напутствий главы государства, ибо президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе каждой своей поездки дает садоводам советы и рекомендации по выращиванию и уходу садов, эффективному использованию холодильных помещений и экспорту продукции. На фермерском хозяйстве Асадуло для хранения без потерь фруктов созданы 3 холодильных помещения вместимостью 60 тонн. В ходе знакомства с деятельностью хозяйства глава государства дал достойную оценку садоводам за эффективное использование земель и напутствовал их на безущербный сбор выращенного урожая, обеспечение продовольственных рынков фруктами, овощами и бахчевыми и приведение в соответствии с климатом региона саженцев новых садов. Район Хурусон является одним из крупных аграрных регионов Хатлонской области, и на сегодняшний день здесь имеются 3300 гектаров садов, из которых 800 гектаров нововосстановленные сады. По указанию президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, в районе на площади 4112 гектаров проведен повторный сев. В будущем намечен сев картофеля на площади 200 гектаров. Площадь под сев хлопчатника в районе составляет 4350 гектаров, где сев произрастает хорошо. Сев культур на площади 2000 гектаров на приусадебных участках также находится в хорошем состоянии. Безусловно, трудолюбивые жители района Хурусон, используя благоприятные погодные условия, без потерь соберут выращенный урожай и вывезут его на рынки столицы и других городов и районов. 6 августа текущего года в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялось второе совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В работе второго совместного заседания Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва приняли участие председатель Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмад Туир Зокирзода,
Зода, премьер-министр страны Кохи Расулзода, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, а также помощник президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочный представитель президента Республики Таджикистан Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатели Конституционного суда, Верховного суда и Высшего экономического суда, генеральный прокурор Республики Таджикистан, председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам, председатель Счетной палаты, уполномоченный по правам человека, директор агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, председатель Национального банка Таджикистана. В начале работы совместного заседания члены Маджлиси Милли и депутаты Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан приняли соответствующие решения о порядке работы, выборе состава секретариата и утверждении повестки для второго совместного заседания Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. По предложению заместителя председателя комитета Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси Милли с Маджлиси Намаяндагон исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентскими связями Ильхома Амонзода был утвержден порядок освещения работы заседания средствами массовой информации. Затем, согласно повестке дня совместного заседания, члены Маджлиси Милли и депутаты Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан приступили к рассмотрению вопросов. Вначале помощник президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочный представитель президента Республики Таджикистан Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Зариф Ализода проинформировал об указах президента Республики Таджикистан об освобождении Насима Алинзода от должности министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и назначения Джамалиддина Абдулзода министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Члены Маджлиси Милли и депутаты Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан единогласно проголосовали за утверждение вышеупомянутых указов президента Республики Таджикистан. Затем на втором совместном заседании Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан был обсужден проект совместного постановления Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан о назначении выборов президента Республики Таджикистан. По этому вопросу выступил первый заместитель председателя Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмаддали Ватанзода и предложил назначить дату выборов президента Республики Таджикистан 11 октября 2020 года. В ходе обсуждения этого вопроса первый заместитель председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Раджабуй Ахмадзода, депутат Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Музафарджон Махмудов и член Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Шодигул Конунзода поддержали выдвинутое предложение. С учетом предложений, выдвинутых в ходе второго совместного заседания Маджлиси Милли Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан о назначении выборов президента Республики Таджикистан, совместным постановлением Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 11 октября 2020 года было назначено днем выборов президента Республики Таджикистан. Председатель Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали, отметил, что это важное политическое мероприятие должно проводиться в рамках требований Конституции и законодательства Республики Таджикистан на высоком организационном уровне, демократично, свободно и прозрачно. С активным участием народа Таджикистана и политических партий должно служить фактором сплочения народа страны, укрепления единства и стабильности в обществе. Было отмечено, что эти выборы должны показать высокий уровень правовой и политической просвещенности народа Таджикистана и способствовать еще большему укреплению авторитета нашего государства на международной арене. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали, призвал членов Маджлиси Милли и депутатов Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан внести свой вклад в проведение этой политической кампании на высоком уровне. На этом второе совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва завершила свою работу. Поддержка уязвимых групп, особенно инвалидов, сирот, престарелых и больных людей, является одним из основных направлений социальной политики руководства страны и правительства Республики Таджикистан. Об этом подчеркивается в послании лидера нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, к Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Правительство Республики Таджикистан всегда уделяет внимание социальному положению наиболее уязвимых слоев общества и в зависимости от социального развития страны постоянно принимает меры по улучшению условий их жизни. Следует отметить, что в рамках социальных инициатив главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, оказывается помощь малообеспеченным семьям, детям-сиротам, престарелым, больным и инвалидам. Также данные инициативы служат примером для граждан страны и являются доброй традицией в Таджикистане. Так, в преддверии 29-летия государственной независимости Республики Таджикистан в знак поддержки и постоянной заботы о народе Таджикистана президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, оказал помощь нуждающимся жителям Горно-Бадахшанской автономной области, в том числе 760 инвалидам первой группы, 899 инвалидов второй группы, 188 детям-инвалидам до 18 лет, 70 детям-сиротам до 18 лет. 1917 человек получили помощь в виде вспомогательного и реабилитационного оборудования и денежных средств. В рамках помощи, оказанной лидером нации и президентом страны, уважаемым Эмомали Рахмоном, малообеспеченным слоям населения городов и районов Горно-Бадахшанской автономной области для 1337 инвалидов, не нуждающихся в реабилитационном оборудовании, каждому из них было предоставлено 1500 сомуни, и 510 инвалидам, нуждающихся в реабилитационном оборудовании, каждому из них было выделено по 1000 сомуни и необходимые вспомогательные средства. В целом, помимо финансовой поддержки, помощь лидера нации включила также в себя 510 единиц реабилитационного оборудования, в том числе 110 инвалидных колясок, 90 тростей, 100 костылей, 60 ходунков, 100 слуховых аппаратов и 50 иного вспомогательного оборудования. Также в рамках постоянной заботы и внимания руководства государства и правительства Республики Таджикистан о детях-сиротах была оказана помощь лидерам нации и президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, 70 детям-сиротам из городов и районов Горно-Бадахшанской автономной области в виде необходимой одежды, и каждому выделено по 1000 сомуни. Народ Таджикистана во все времена протягивал руку помощи нуждающимся, проявляя духовную щедрость, а высшим примером инициатив в добрых делах является постоянная помощь уязвимым слоям населения, внимание и забота президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона.